Здравствуйте, меня зовут Николай Токугава, живу я в Калифорнии, родом я из Якутии, и сегодняшний мой ролик посвящен, мистике. Как вы знаете, я говорил, что вот якутского шамана Александра Габышева трогать нельзя, ребята, трогать нельзя, я говорил об этом. Но кто ж меня слушает? Так вот, и многие скептики говорили, ну что с ним, ну что он сделает, этот шаман, если его посадят в психушку? Он же ничего не может сделать против системы. Но если смотреть совпадения, которые некоторые люди говорят, что совпадение это случайность, а некоторые говорят, что случайности не случайны. Так вот, в тот день, когда Александра Габышева признали невменяемым и посадили в психушку, по стечению обстоятельств, по чистой случайности в тот же день начался, народный бунт в Соединенных Штатах. Здесь, в Миннесоте, как вы помните, система, опять же, вот суд, та же, как сказать, традиционная российская, опять же, эта же тема была. То есть она близка к России, вот эта тема. То есть суд решил, этого американского, полицейского Дерека Шовина, который убил, обычного человека, они сказали, что это убийство было случайным, хотя это не было случайным. И сказали, что привыкайте, мы будем выносить решение в пользу органов власти, то есть представителя органов власти, то есть полицейского. Но народ сказал, что так не пойдет. То есть, видите, аналогия как идет. Александр Габышев ничего плохого не сделал. Абсолютно. Он ничего не нарушил. Просто он был, к власти неудобен. И суд принял решение, видите, суд там, суд здесь. Суд там принял решение, что Александр Габышев невменяемый. Здесь суд решил, что убийца полицейский невиновен, типа так, да? Вот. И здесь это взорвалось. И, в конечном итоге здесь суд пошел на попятную. И, этого Дерека Шовина, посадят до 40 лет лишения свободы. То есть за умышленное убийство. Вот. И, здесь бунт просто взорвался. Я тогда говорил, что это планетарного масштаба событие. Нет же, скептики говорили, не может быть, туда-сюда. Ага. Потом в 46 штатах, кроме Гавайи и кроме Аляски, эти выступления были везде, ребята, везде. Потом, через некоторое время, как я говорил, события начались в Париже и Лондоне, а сейчас, ребята, эти события идут уже, в Минске. От Минска до Москвы расстояние небольшое на самом деле. По сибирским меркам это вообще чуть ли не соседние регионы. Вот. И, Путин, он как хотел? Шамана посадить в психушку, и чтобы он там заперти сидел в невменяемом состоянии, он же этого хотел. А на самом деле что случилось? Я же говорил, что дух шамана значительно больше, чем его физическое воплощение в Александре Габышеве. То есть это величайший шаман в истории, ребята. И он сейчас в Минске. Там осталось Путин хотел как его изгнать, психушку посадить, запереть, чтобы его не было не слышно, телефон у него отобрать. А на самом деле что случилось, ребята? Да. Случилось именно то, что должно было случиться, ребята. Шаман в Минске, он буквально там сколько километров-то осталось? 400, что ли, от Минска до Москвы. Вот настолько он приблизился, ребята. И события, происходящие в Минске, в Беларуси сейчас, они же те же самые, что и российские. Это же просто зеркальное. Понимаете? И там люди начали, это же народ, это же люди, они начали становиться в цепь. Как бороться? Когда на площади собирается, это одно, но когда в цепь становится, это совсем другое. Хотя я не совсем понимаю, как будут события развиваться дальше, но будем посмотреть, ребята, Дело в том, что никаких же предпосылок не было. Дело в том, что позиция у Лукашенко более тверже, чем у Путина в Москве. И его, режим намного жестче, чем у Путина. И никто не ожидал, что, в принципе, в Минске такое народное волнение начнется. Но ведь началось. И это какая-то мистика же на самом деле. Как так? Америка, Европа, Белоруссия, уже у двери, у границы стоит.
Что об этом думаете, ребята? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите отзывы. Если смотреть на мистические, то есть стечение обстоятельств, это действительно же так, что он как будто шаман идет, да? Разве не так? Спасибо.